Мендат, меня зовут Санал Мукабенов. Я вам расскажу, как правильно посещать Хорул. У входа в Хорул мы увидим статую Цагана Авы, или белого старца. У калмыков Цаган Авы почитается как хозяин местности, или по-калмыцки Газринезн, а также как божество, являющееся покровителем степи, времени, благополучия. Калмыки при посещении Хорула совершают поклонение Цагана Авы, кладут перед ним красную и белую монеты и завязывают ленточки. После этого рекомендуется совершить обход Хорула по большому кругу, тем самым обходя 17 статуй великих учителей Наланды, которые расположены по кругу в небольших ротондах. Также считается, что совершая большой круг, вы накапливаете добродетель, так как этим выражаете почтение всем учителям монастыря Наланды. По периметру большого круга также находятся молитвенные барабаны кюрде, в которых суммарно помещено более 300 миллионов мантр. По традиции считается, что вращая барабаны с правильной мотивацией и чистыми помыслами, вы накапливаете столько же добродетели, сколько при прочтении такого же количества мантр. По завершении большого круга традиционно совершается малый круг. На верхней площадке вокруг Хорула расположено 108 молитвенных барабанов меньшего размера, вращая которые вы также накапливаете большие заслуги, которые по-калмыцки называются буин. Традиция совершения почтительных обходов существует со времен Будды, когда первые ученики совершали обход вокруг учителя, тем самым выражая ему почтение. Традиционно обход совершается 1, 3, 7 или 21 раз. При посещении Хорула рекомендуется надевать соответствующую одежду. Девушкам и женщинам не следует приходить в Хорул в облегающей одежде в коротких юбках. При входе в Хорул следует снимать обувь и головные уборы. В Хоруле нельзя громко разговаривать, шуметь, мешать другим. При входе в молельный зал выражается почтение Будде в виде поклонения. Поклонение правильно совершать таким образом. Большие пальцы согнуты между ладонями, а сами ладони не должны смыкаться, образуя тем самым форму не распустившегося цветка лотоса. Поднося сложенные ладони к макушке, мы произносим слова поклонения учителю, которые на калмыцком звучат как «ламде мергмю». Поднося ладони к межбровью, мы произносим «бурханде мергмю», тем самым выражая поклонение Будде. После мы подносим сложенные ладони к рту, произнося «номде мергмю», что означает «поклоняюсь Дхарме». В конце мы подносим сложенные ладони к груди и произносим слова «бурсун хоурытте мергмю», что означает «поклоняюсь Санхи». Далее мы совершаем полупростирание, которое мы совершаем, становясь на колени и касаясь пола ладонями и головой. При совершении простирания не следует касаться пола ладонями, сжатыми в кулаки, либо опираясь фалангами пальцев. Ладони должны быть полностью раскрыты и расположены параллельно друг другу. Мы также становимся на колени, касаясь ладонями пола, и опускаемся всем телом. При совершении полного простирания рекомендуется вставать сразу, не задерживаясь, что символизирует скорое достижение просветления. После совершения поклонения мы можем совершить обход алтарной части Хорула. На этом все. Надеюсь, наши рекомендации окажутся полезными для вас.